Состояние единственного в республике зоопарка вызывает опасения. В просторы интернета попали видеокадры, на которых показано, в каких условиях содержат животных. По мнению посетителей зоопарка, представители фауны здесь мало кормят и не ухаживают должным образом. Кроме того, в зверинце полная антисанитария. В ситуации разбиралась Ната Евлоева. Слушай, какая она голодная. Не кормят, никак не. В интернете набирает популярность видеоролики, в которых наглядно видно, в каких условиях содержат зверей в Сурхахинском зоопарке, что вызвало возмущение у общественности. В этих клетках нужно держать тех, кто довел бедных животных до такого состояния. Глядя на эти условия, хочется выпустить бедных животных и посадить туда некоторых небедных людей. Открыли зоопарк, а сами не следят. Если не хотите заботиться о животных, отпустите их на волю. Особое внимание пользователи интернета обратили на лису и двух волков. На животных невозможно смотреть без жалости, отмечают пользователи соцсетей. Они действительно истощены, но это еще не все. Животные напуганы настолько, что боятся близко подойти к решетке клетки. По словам кипера, смотрящего за животными Багаудина Нальгиева, их кормят 2 раза в день, утром и вечером. Однако посетители часто высказывают недовольство по поводу внешнего вида животных. Но комментировать, допустим, это кавагу, это тишвица, это самлугяца, состоит четкое расписание. Измакам, да, усхавар каждый усхамел васу, мальгуштил зяхамяжди. Я усхамел вар, хахул азуштил хуняхамяж, да и хаваг мачусоси. Да хавечешин хорцу элчим, вообще здесь халвижуар, но цор духдуца. Действительно ли ситуация настолько критична? Почему животных довели до такого состояния? Неужели их нормально не кормят, раз они выглядят настолько истощенными? У директора зоопарка на все эти вопросы свои объяснения. Если меня спросить, в настоящее время, в период весны и осени, животные имеют свойство линять. И на первый вид кажется, что они голодают. Но это совершенно не так. Еще в 2011 году в зоопарк завезли 2 верблюдов из Астраханской области. Со временем их стало уже 4, но их внешний вид тоже желает оставлять лучшего. Определяется, худое животное или нет, по состоянию горба. Единственная самка, действительно, она без горба, потому что в данное время она кормит верблюжонка. Самец, вы сами видите, пусть люди оценят, худой он или нет. Горбы в нормальном состоянии, я считаю. Если горбов у верблюдицы нет из-за того, что она кормит своего малыша, то что не так с самцом? Горб буквально свисает на одну сторону, ведь, как известно, это отложение подкожного жира. И если они обвисают, то это говорит о том, что животные давно не ели. Ненормальное состояние, с вами согласен, потому что они содержатся в неволе. Если бы они находили у нас где-нибудь за территорией, соответственно, вид у них был бы другой. Грязные клетки, неприятный запах, насекомые. На территории зоопарка явно не заботятся о каких-либо санитарных нормах. Животные в небрежном виде. Особенно вызывают жалость маленькие пони, которых мучают насекомые. У пони это нормальное состояние. А в плане уборки, если вы заметили, что сегодня рано утром пошел сильный дождь, соответственно, там будет и лужи, и грязь. Дело не в луже, не в грязи, а именно сами животные вы чистите, моете. Вы же видели, они же блестят? Не блестят. Не блестят? Нет. Это не первый случай, когда жители жалуются на неблагоприятные условия содержания животных в единственном в республике зоопарке. Однако, по всей видимости, никаких мер для облегчения ситуации наших братьев младших не предпринимаются. Ната Евлоева, Рамзан Мержоев, Новости 24.